Чувашии, как и в других регионах страны, стартовали командно-штабные учения. Они продлятся 2 дня. Экстренные службы совместно с органами власти отрабатывают ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Сейчас спасатели готовятся к весеннему половодью. Мой коллега Дмитрий Ковалев увидел, как могут помочь людям в чрезвычайных ситуациях. Учения МЧС проходят в акватории Чебоксарского речного порта, но по легенде спасатели отрабатывают последствия паводка в Цивильском муниципальном округе. Все так, как должно быть в реальности. Аэромобильное судно особой конструкции «Патруль» начало выдвижение к пострадавшему. Задача команды найти и обнаружить. Звучат сирены, к тонущему человеку спешат аэромобильные сани. По легенде, выбраться из проруби пострадавший сам уже не может. Спасатели бросают мужчине корабельный трос. По-другому он называется концом Александрова. Обстановка максимально приближена к реальной. Условного пострадавшего передают медикам. Если бы это были не учения, то счет жизни человека шел бы на секунды. Так в МЧС оценивают, насколько оперативно спасатели прибудут на место ЧП. Еще одна задача – эвакуировать людей, которые оказались в зоне большой воды и не могут выбраться сами. За ними отправили судно на воздушной подушке. Когда необходимо откачать затопленный участок, на место ЧП приезжает этот спецавтомобиль. Его насос забирает до 130 литров в секунду. Максимальная глубина 25 метров. Комбинированный комплекс на шасси «Урал» разработали по заказу МЧС. В распоряжение спасателей Чувашии он поступил 2 года назад. Сейчас машину также готовят к ликвидации чрезвычайных ситуаций во время половодья. Этот аэробот также поступил спасателям недавно. Он может передвигаться как по льду, так и по воде. Главные преимущества – всепроходимость и скорость. С поставленными задачами спасатели справились, отметили в МЧС по итогам тренировочного дня. Сегодня проводится по всей России, во всех субъектах Российской Федерации командно-штабные учения с органами управления и силами, задействованными в единой государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вы увидели, что сотрудники Министерства внутренних дел оцепили условно обозначенный район чрезвычайной ситуации, которые занимались оповещением населения, оцеплением зоны чрезвычайной ситуации. Также обеспечили правопорядок на потопленной территории. Далее сотрудники Министерства здравоохранения Чувашской Республики оказывали необходимую помощь пострадавшим. Старт командно-штабным учениям дал глава республики. Олег Николаев отметил, что ключевая задача – отработать взаимодействие между экстренными службами и органами власти. Повышение эффективности применения сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом вступления в силу изменений в некоторые нормативно-правовые акты Российской Федерации, совершенствование приемов и способов ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты населения, проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, надежности системы управления, связи и оповещения. Риском потопления в этом году подвержены 17 муниципалитетов. Особое беспокойство вызывает Цивильский муниципальный округ и Алатырь. Паводок может начаться в ближайшие недели. Прогноз на теплую погоду. Технические средства готовы, личный состав подготовлен. Готов выполнять свои задачи по предназначению в период весеннего половодья и паводка. Экстренные службы республики могут в любой момент перейти в режим повышенной готовности. Дмитрий Ковалев и Юрий Марков. Республика.